Здравствуйте, в студии Надежда Саханская. Вы смотрите программу «Актуальное интервью». По оценкам ЮНЕЙДС, ВИЧ-инфекцией в мире заразили 79 миллионов человек, из которых к концу 2020 года 36 миллионов умерли от заболеваний, связанных со СПИДом. В Российской Федерации в последние годы отмечается снижение темпов прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Какова эпидситуация в нашем районе по заболеваемости ВИЧ-инфекцией, расскажет гостья студии Айна Домотова, заведующая отделом клинической эпидемиологии и СПИД-центра. Айна Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какова на сегодня ситуация с ВИЧ-инфекцией в регионе? Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Республике Саха-Якутия у нас остается напряженной. Первый случай ВИЧ-инфекции у нас зарегистрирован в 1996 году. Приезжий строитель при строительстве стадиона Туймада. Кумулятивно с 1996 года на сегодняшнее число у нас всего зарегистрировано 2881 случаев ВИЧ-инфекции. Из них граждан Российской Федерации 2184, иностранных граждан 261 и прибыли с установленным диагнозом с других регионов Российской Федерации 436. За прошлый год, 2021 год, у нас всего выявлено 159 новых случаев. Из них российских граждан 149 и 5 граждан иностранных. Скажите, учитывая такие данные, какое место по заболеваемости занимает Якутия среди других регионов России? И наблюдается ли динамика по снижению такой статистики? К сожалению, как такового снижения заболеваемости не замечается, потому что из года в год в республике выявляются новые случаи. По Дальнему Востоку мы занимаем 5-е место. В каких районах и республики больше всего отмечается заболевших? Но это прежде всего районы, где развита промышленность, где большая миграция, так и внутренняя, так и внешняя. Это у нас Ленский, Мирный, Нерюнгри, Алдан, Эймекён и сам город Якутск. Айна Михайловна, сегодня мы говорим с вами о ВИЧ-инфекции в регионе. Давайте напомним нашим телезрителям, какими путями происходит заражение. Прежде всего, в настоящее время ВИЧ-инфекция в основном передается через половой путь. Это незащищенный половой контакт без средств предохранения. Второй путь – это у нас через кровь, в основном через наркотики, через одну иглу или через одну емкость. И в-третьих, это у нас вертикальный, это когда ВИЧ-инфицированная мать передает своему новорожденному ребенку. Но ведь следует учитывать и веяния последних лет. Как во время пандемии обслуживаются больные с ВИЧ-инфекцией? В начале пандемии было сложно, потому что у нас были отменены все приемы в центре. Приходилось нашим врачам самим ездить нашим пациентам по адресам, самим развозить им препараты, также брать их анализы на дому. Все наши врачи во время в начала пандемии были на связи со своими пациентами, также оказывали им психологическую помощь. В настоящее время центр работает в обычном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемических норм. К слову о препаратах. Появились ли новые по лечению ВИЧ-инфекции? Как мы знаем, что наилучшим методом специфической профилактики инфекционных заболеваний служит вакцинация, но для вируса иммунодефицита человека, к сожалению, пока вакцина не изобретена. Но наука не стоит, создаются новые препараты для лечения. Лечение у нас пациенты получают пожизненно, и Федерация у нас российская дает нашим пациентам препараты бесплатно. Айна Михайловна, скажите, как реализуется в регионе государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в нашей стране?
Но основными задачами стратегии является это у нас повышение информированности населения о ВИЧ-инфекции. Второе — это у нас эффективный охват скрининговым обследованием населения. И третье — это охват лечения. Скажите, а какая проводится профилактика среди заболевших вирусом иммунодефицита человека? В первую очередь это у нас лечение. Сразу ВИЧ-положительного пациента мы берем на диспансерный учет, сразу начинаем лечить. В результате лечения у человека снижается вирусная нагрузка. И самое главное, у человека увеличивается продолжительность жизни и сохраняется качество жизни. А если говорить о общем населении региона, какая профилактика проводится здесь? Больше мы работаем с нашим населением, проводим разные лекции, читаем беседы, проводим беседы в трудовых коллективах, в школах, для студентов. И самое главное — это у нас скрининговое обследование. Также всех призываю узнать свой ВИЧ-статус. ВИЧ-статус можете узнать в своих прикрепленных поликлиниках по месту жительства, а также можете подойти к нам в центр по адресу Стадухина 81/8. Анализ сдается бесплатно, также можете сдать анонимно. Айна Михайловна, за последние годы вот такие превентивные меры в виде скрининга, лекций и прочего приносят свои плоды? Да, переносят, потому что мы замечаем тенденцию такую, да, то, что вот ВИЧ-инфекция снижается у молодежи. Такая тенденция есть. Скажите, какие задачи сейчас стоят перед СПИД-центром в нашем регионе на этот 2022 год? Основными целями это у нас является снижение распространения вируса по нашей территории путем снижения выявления новых случаев. Также мы стараемся снизить смертность от ВИЧ-инфекции среди наших выявленных. Скажите, а где проще всего сдать анализы, чтобы узнать свой ВИЧ-статус? Эта функция доступна во всех районах республики или каким-то жителям отдаленных населенных пунктов все же придется поехать в другой город для того, чтобы узнать информацию о своем здоровье? Свой ВИЧ-статус можно узнать, сдав кровь в любой поликлинике, прикрепленной по вашему адресу. Также можете в наш центр подойти в городе Якутск, Стадухина 81/8. Также у нас есть филиалы в городе Алдан и в городе Мирно. Айна Михайловна, скажите, а в каких медицинских учреждениях проходит лечение заболевшей ВИЧ-инфекцией? Лечение производится у нас в центре в городе Якутске, а всех выявленных мы берем на диспансерный учет. И уже лечение получает от нашего центра. Мы с вами несколько минут назад упомянули о том, что узнать свой ВИЧ-статус можно и анонимно. Скажите, а вот те люди, которые узнали такой неутешительный диагноз, возможно, проходят еще какую-то психологическую поддержку? Психологическая помощь у нас нашим пациентам делается. У нас в Штатах в центре имеется свой медицинский психолог. Скажите, а вот если случается такая ситуация, когда человек узнал о своем ВИЧ-статусе и он неутешительный, с чего начинается терапия? Какие первые шаги должен предпринять пациент для того, чтобы снова вернуться в привычный ритм жизни? В первую очередь надо дойти до нас, потому что некоторые у нас не доходят, теряются. Дойти до нас, начать лечение, сдать анализы дополнительные, узнать свой статус вирусный и потом уже начать лечение.
Айна Михайловна, ну, на дворе у нас с вами уже 22-й год, и мнение о ВИЧ-инфицированных совершенно другое, нежели 30 лет назад. Но давайте все-таки отметим, с чем сталкиваются члены семьи ВИЧ-инфицированного, как это сказывается на работе человека, что необходимо ему делать. Сейчас, если вот 30 лет назад, 20 лет назад ВИЧ-инфекция в основном регистрировалась среди определенного круга населения, это уязвимые группы населения, это у нас гомосексуалисты, люди, занимающиеся коммерческим сексом и потребители инъекционных наркотиков. Но в настоящее время ВИЧ-инфекция у нас вышла за пределы этих уязвимых групп в общую популяцию. Сейчас уже никто не застрахован от заражения ВИЧ-инфекцией. Благодарю вас, Айна Михайловна, за то, что согласились стать нашей сегодняшней гостьей, и спасибо вам за актуальную информацию. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.